Добрый вечер. Время новостей. Вы смотрите «Заман». Между пророссийскими крымскими татарами на полуострове началась борьба за власть. Одни уверяют, что Всемирный конгресс крымских татар в Анкаре никто не заметил. Другие, наоборот, называют его масштабным событием, за которым следили все крымские татары полуострова. Председатель Кырым-Бірлігі Ситумир Немитулаев обвиняет местных коллаборационистов в том, что Конгресс коренного народа Крыма состоялся за рубежом. К сожалению, местная власть, которая сегодня существует в Крыму, нами была не услышана. То, что Конгресс произошел в Турции, местная власть, которая сегодня в Крыму есть, им будет поставлен этот вопрос, почему это не произошло. И они, я думаю, должны нести ответственность за то, что сегодня, то, что происходит в мире. Симферопольские власти предлагают снести часть продовольственного рынка на железнодорожном вокзале. С декабря жизнь на центральной станции крымской столицы замерла после того, как Укрзалезница отменила все поезда в Крым. Впрочем, для большинства торговцев железнодорожного рынка это единственное место заработка. С предложением снести рынок выступил советник главы российской администрации Крыма Владимир Александренко. По его словам, автобусы с автостанции перед тем, как направиться в сторону Евпатории, делают круг почета вокруг бульвара Ленина и только потом выезжают через металлический мост на Евпаторийскую трассу. А это создает большие пробки. Чтобы избежать этого, необходимо убрать часть рынка и открыть правый поворот, считает Александренко. Кроме того, уверен советник, этот рынок потерял свою актуальность после того, как на вокзал перестали приходить поезда. Сейчас у нас этих поездов нет. Спрос на фрукты и овощи резко сократился. И зайдите, пожалуйста, сейчас на рынок, посмотрите, какой там спрос на эту продукцию и чем занимается этот рынок. Там продают мясо, молоко, хлеб, штучный товар. Я не думаю, что он сейчас очень актуален для Симферополя. А мы должны делать все возможное, чтобы, жизнеобеспечение в городе сделать лучше. На вопрос, кто и где будет трудоустраивать торговцев, оставшихся без работы, Владимир Александренко ответил неоднозначно. Если этот вопрос будет решаться, то где у нас и когда сказали, мы сейчас выгоним и никого не обустроим. Такого не может быть. Да даже хозяин этого рынка, Рябошапка Владимир Иванович, я так думаю, что людей не выбросит на улицу. Сами продавцы против снесения рынка. Многие работают здесь несколько лет и имеют своих постоянных покупателей. Мунивер Халматова, например, на этом рынке работает уже 14 лет. Настолько привыкла к нему, что считает его своим домом. Другого рабочего места у нее нет. Мы с этим работаем, мы живем. Весь наш, как говорится, мы уже сколько лет? Здесь 15, 20, 25 лет. И тут резко рынок убрать, это невыносимо. Не согласовано ничего. Эльмира Аюпова работает здесь 20 лет. Также против того, чтобы сносили рынок. Негативное у меня отношение к сносу рынка. Во-первых, это рабочие места. Где же мы будем работу искать? Для того, чтобы здесь что-то другое строить, надо сначала там частный сектор снести, а не готовы людей расселить куда, что. Раньше был большой рынок, шикарный, много народу было здесь, торгующих много, покупателей, туристов было много, пока вокзал работал. У нас людей очень мало, туристов мало, хотя бы на местных как-то работаем. Частный сектор, о котором говорят продавцы, сносить не придется. Пройдитесь по этой улице и посмотрите, сносить ничего не надо. Там единственное, в том месте, где стоянка находится, стоянку потеснить. Транспорт уйдет к ограждению железной дороги и пройдет прямо на этот металлический мост. Мнения людей по поводу того, нужно ли ликвидировать рынок, разделились. Вокзал Симферополь – это ворота Крыма. Его нельзя закрывать, базар. Это для отдыхающих, для жителей. Центр. Все такси, все автобусы здесь собираются. С одной стороны, это вопрос, конечно, для дорожной службы. Он решается, дорога будет. А с другой стороны, люди потеряют рабочие места. Люди тут годами торгуют, годами зарабатывают себе деньги. Это тоже плохо. Понимаете, как? Двоякое отношение. Конечно, плохо. В российской администрации Крыма идею Александренко поддержали и поручили Министерству транспорта найти возможность реализовать его инициативу. Эминия Мамедова, Роман Иванов, Заман, АТР.
Из-за очереди у Керченской переправы на Кубани появился палаточный городок. Его развернули со стороны Краснодарского края для автомобилистов, которые ожидают паром. Пресс-служба управления МЧС России в Краснодарском крае сообщила, пункт временного размещения на 250 человек включает в себя 13 палаток. В каждой из них можно разместить до 20 человек. По последним данным, туристам приходится ждать паром около 6 часов. Автомобильная очередь со стороны порта Кавказ насчитывает 1000 машин. Накануне в очереди стояло 3000 автомобилей. Плакат с элементами нацистской символики и пропаганды России вывесили у здания прокуратуры в Джанкое. На плакате изображена нацистская свастика и тени поднятых рук в жесте приветствия, заведенном в фашистской Германии. На плакате есть надпись «Мы – это сила, и нам нужна великая Россия». В крымских тюрьмах не лечат больных СПИДом и туберкулезом. Об этом заявила уполномоченная по правам человека российской администрации в Крыму Людмила Лубина. По ее словам, на полуострове нет лекарств. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в Крыму заболеваемость ВИЧ-инфекции в 1,5 раза выше, чем в других регионах России. В прошлом году несколько десятков человек в Крыму умерли из-за отсутствия лечения, сообщил директор украинского отделения Международного альянса по ВИЧ-СПИД. Крым вновь готовится к отключению света. В городах стали создавать штабы для реагирования на возможную чрезвычайную ситуацию. Власти Крыма объясняют это данными об остродефицитном балансе мощности в объединенной энергетической системе Украины. Подробности в сюжете. Представители российской администрации в Крыму поспешили заявить, возможное отключение электроэнергии не нарушит работу больниц, школ и других социально значимых объектов полуострова. Вторит им российский министр, мол, 1500 мобильных генераторов готовы к работе. Что касается электросетевого комплекса, то здесь в целом я удовлетворен работой, которая проведена и идет в соответствии с графиками. В соответствии с планом, графиком утвержденным, реализуется строительство сетей, подстанций. И здесь наши подрядчики работают, и заказчики, на мой взгляд, удовлетворительно. И в соответствующие сроки, установленные федеральной целевой программой, эти объекты будут введены в эксплуатацию. Ни в магазинах, ни в гипермаркетах ажиотажа нет. Крымчане не спешат за бензиновыми генераторами, фонарями и свечами. Как рассказывают представители торговых сетей, массово генераторы жители полуострова скупали перед Новым годом. На данный момент ажиотажа по электростанциям у нас нет. Продажи осуществляются в обычном поточном режиме. Для сравнения, в конце прошлого года эти полки были пустыми, потому что товара не было, разобрали весь. То есть не успевали даже подвозить, поскольку у людей была, мягко говоря, паника. Информация о возможном отключении света не напугала и опрошенных нами людей. Они, словно дети природы, готовы жить по солнцу и отказаться от благ цивилизации. Буду свечи покупать, наверное, как и все. Дело в том, что сейчас темнеет в 11 часов, а я в 9 ложусь спать. Пока надеюсь на длинный световой день. Ой, не знаю. Холодильник насколько не буду открывать. В холодильнике сколько там забито все, на день, я думаю, хватит заморозки, чтоб не разморозилось. А дальше не знаю, будем выбрасывать. Тамила Алимова, Эмин Усманов, Заман, АТР. Не утихают страсти вокруг фестиваля электронной музыки «Бифуз» на западном побережье Крыма. Он пришел на смену Казантипа. Сторонники «Бифуза» организовали онлайн-петицию с обращением к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы он лично дал разрешение на проведение фестиваля. Протесты продолжаются и в научной среде Крыма. Работники археологического музея Херсонес-Таврический собираются завтра на митинг. На территории заповедника они будут требовать освобождения от должности новоназначенного директора, священника Сергея Халюты, и возврата прежнего руководителя. Ранее коллектив музея поссорился с губернатором российской администрации Севастополя Сергеем Миняйло из-за этого назначения. Решение. Позор! Позор!
Россия не вложила в крымский туризм ни копейки. Об этом заявил советник министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Лиев. В украинском Крыму поток туристов достигал 6 миллионов человек. Сейчас сократился в десятки раз. В этом году, по словам экс-министра туризма Крыма, на полуострове отдохнет не более 100 тысяч человек. По словам Лиева, туризм развивается за деньги местных здравниц. Мы всегда вели в Крыму каждый год, сколько вкладывалось собственных инвестиций и государственных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, то в 2013 году достигала 700 миллионов эта цифра. То уже в 2014 году сумма вложений, которые официально были зарегистрированы и которые оккупационные власти сами декларируют, показывают их, она сократилась почти в 20 раз. Это вложение не России, это вложение собственных денег тех здравниц, тех отелей, которые захватили. СБУ располагает доказательствами участия 3500 российских военных в убийствах украинских бойцов под Иловайском Донецкой области. Об этом сегодня заявил начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Астафийчук, передает Пятый канал. Кроме того, в международный розыск объявлены начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и еще 10 российских военных. В августе прошлого года под Иловайском развернулись ожесточенные бои. Бойцы сил АТО попали в окружение. Только по подтвержденным данным погибло 459 человек. Присутність російських військ на території Донецької області під Іловайськом доведена документально, а саме доказами, які, вірніше, фактичними даними, які передбачені статтею 84 КПК. Це показаннями, документами, речовими доказами і зараз проводиться, як ви знаєте, триває експертиза, ви вже чули про це з неодноразових повідомлень. К международным новостям. В Македонии в результате урагана с градом погибло по меньшей мере 4 человека. Еще 12 ранены, сообщает Евроньюз. Северо-запад страны страдает от наводнения и оползней. Мьянма, Индия и Китай пытаются преодолеть последствия масштабного наводнения, вызванного мощными ливнями в регионе. Правительство Мьянмы обратилось к международному сообществу с просьбой оказать помощь. Нужна одежда, пища и временное жилье для более 200 тысяч человек. Здесь стихия унесла не менее 47 жизней. В Индии от высокой воды погибло по меньшей мере 75 человек. Между тем, Турция и Польша страдают от жары. На юге Турции самая высокая температура этим летом. В некоторых городах термометры показывали 50 градусов. А на юго-западе Польши на выходных прогнозируется 40-градусная жара. В Калифорнии в результате пневмонии умер исследователь Голодомора Роберт Конквист. Ему было 98 лет. Роберт Конквист участвовал во Второй мировой войне, затем работал на дипломатической службе. После этого стал писателем. Две самые известные его книги – это «Большой террор», «Сталинские чистки 30-х» и «Жатва скорби», «Советская коллективизация и террор голодом». Темой книги был Голодомор в Украине и на некоторых других территориях СССР. Крымско-татарская певица Севиль Меметова стала победительницей промежуточного тура телевизионного шоу «Капишма» на турецком телеканале «Шоу ТВ». Дочь известной крымско-татарской певицы Заремы Ханум тренирует турецкая эстрадная звезда Бэнк. Севиль Меметова выиграла с ее песней «Унут Бени» и получила приз 20 тысяч лир. Это примерно 150 тысяч гривен. Это все новости на этот час. Больше расскажет Шевкет Наматулаев в 21:30. Всего доброго.